Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна, як звычайна, не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Серада і чарговы выпуск выбарчай праграмы. Праўда, крыху раней, не па графіку, не о 15, як звычайна, об 11, таму што у нашага госця сёння вельмі шмат спраў. А наш сённяшні госць – гэта дэпутат Палаты прадстаўнікоў, лідар беларускай патрыятычнай партыі, а таксама атаман рэспубліканскай арганізацыі «Беларускае казацтва» Мікалай Улахович. Добрый день, спадар Мікалай. Добрый день. Паколькі выбарчая праграма, таму адразу, як кажуць, з месца ў кар'ер. Ваша партыя, вы асабіста, якія маеце планы на бліжэйшыя две выбарчыя кампаніі, прэзідэнцкая и парламентская? Ну, я, честно говоря, могу ответить слушателям, что вообще-то партия еще не определилась, как вести себя в этих кампаниях, потому что мы ждем, в общем-то, обращения главы государства по поводу, какие выборы будут первыми. Но единственное могу сказать, что мы будем участвовать в обоих кампаниях. А якая розница, вот, в принципе, для партии парламентские ці прэзідэнцкія выборы? Вот я так разумею так, что партия вызначилася, да, мы удзельнічаем, и пачалі рыхтавацца, а там уже якая первая, якая другая, головная... Не, ну вы поймите правильно, что вообще-то участие в выборах, это не значит, что мы обязательно будем выдвигать каких-то определенных кандидатов и воевать за решение наших партийных задач, которые будут стоять перед нами. Но прежде всего само участие в выборах, активность граждан и во главе, так сказать, с нашими партийными местными лидерами, это уже участие в выборах. Поэтому, естественно. Ну, а разница, конечно, большая разница. Вы согласитесь, почему этих два события, в общем-то, они даже не разновеликие, они разновеликие, они равновеликие. Потому что, конечно, для страны очень важен выбор президента нашей страны, главы государства. Естественно, я считаю, что позиция, так сказать, выбора парламента, она в любой стране, не только в нашей, будет на второй позиции. Но для партии, в общем-то, можно сказать, что процессы равновеликие, потому что каждая партия стремится, если бы у нас была другая система избирательная, то мы бы стремились занять определенный процент участия наших членов партии в выборной кампании. В данной ситуации мы можем только за своих членов партии работать на них в своих штабах, выдвигать их и набирать количество их в парламенте. Вот такая, в общем-то, принципиальная позиция. А выбор главы государства – это общегосударственная задача для партии, для нашей. Потому что, собственно говоря, мы работаем на общественных началах. Мы же не являемся партией, которая, допустим, как в других странах, в том числе и в России, субсидируется со стороны государства. Мы живем за счет своих взносов, за счет каких-то там спонсорских от членов партии, какие-то есть материальные средства. И я считаю, что... Ну, я думаю, что вы сейчас задаете вопрос, я отвечу дальше. Давайте вот все ж таки у працяг темы. У 2015 годзе вы были кандидатом у прэзідэнты. Гэтым разам, ну, будуць яны раней ці пазней, у 19 ці ў 20 годзе, але прэзідэнцкія выборы. На прэзідэнцкія выборы вы сказали, что от вашей партии будзе кандидат. Гэта будете вы? Вы знаете, я не могу сказать однозначно сегодня. Вопрос будет звучать иначе. Во-первых, нужно узнать, кто на эти выборы пойдет, какие партии, какие лидеры пойдут. И здесь будем делать выбор с точки зрения смотреть, кто с кем должен бороться и за что, и по поводу чего. Вот тогда можно сказать о персональных кандидатах. Сегодня я этого не скажу. Ну, фактично можно сказать, что будзе Алена Анісім. Яна уже заявила, что будзе удзельнічаць в якасці там прэтэндэнтаў кандыдаты, будзе кандыдат от ліберальна-дэмакратычнай партыі, от партыі «Справядлівы свет», от АГП. Ну, фактычна ад усіх партый будуць свае кандыдаты. От коаліцыі правацэнтрысцкай таксама ад трох партый будзе один кандыдат. То есть ужо в принципе, калі паглядзець, то нават наши программы папярэднія выбарчыя паглядзець, ужо вядома, з кім будете змагацца. Там вы ці іншы кандидат. Я думаю, я извиняюсь, конечно, мне очень приятно с вами общаться, но, по-моему, вы торопитесь. Вы торопитесь. Сейчас сегодня сказать, кто будет участвовать. Во-первых, меня многие кандидаты, которые уже свои программы начинают излагать, или свои действия, что они пойдут кандидатом в президенты, они меня еще удивляют. Я не уверен, что уже
в начале самой кампании, они выдержат свои слова. И потом заявить, что я иду кандидатом, ну, я не хочу называть пофамильно, как вы перечисляете, я бы еще добавил господина Калякина, к ним же, да, он тоже сказал, что будут представители его партии. Я сказал, «Справедливый мир». Да, «Справедливый мир», но тоже там был такой дальний намек, что мы думаем, что это будет лидер партии, да. И по этому поводу я не случайно говорю, что, может быть, эти выборы, вот как раз состав кандидатов в президенты, он повзрослеет. Вот такое у меня чувство, что он будет более взрослым по сравнению с тем, который был ранее. Вы маете на увазі політичний узрост чи фізіологічний? Ну, считайте, что политичный. Ваша партия была створана, калі не памыляюся, у 96-м годзе с прыхільнікаў Александра Рыгоровича, и, как бы, в принципе, она стваралася под дзеючага президента, под Александра Рыгоровича на той момент. И вот, добра, там, будем, может быть, спрачацца, не спрачацца над формулировкой под Александра Рыгоровича, але з прыхільнікаў президента. Тое, что зараз партия прыхільнікаў президента выставляе свайго кандидата на президентских выборах, гэта неяк не супярэчыць одно одному? Нет. Дело в том, что смотрите, сколько лет прошло. Ну что за партия, которая не живет и не вырабатывает новые поведение новое, не вырабатывает новую программную этику свою, направление новое программное. Ведь, ну пусть, как всегда, устав он един. Если взять все уставы всех партий, вы нигде не найдете, ну разница будет невелика. Все за социальную справедливость, за мир на земле, но никто не будет из нынешних партий, начиная от коммунистов, заканчивая самыми крайними партиями, как говорится, оппозиционными, он не будет выступать за войну. Я это понимаю. В том числе и... Дело в том, что глава государства вообще не принадлежит никаким партиям на сегодняшний день. Если бы он принадлежал какой-то партии, тогда было бы противоречие, что мы выдвигаем своего кандидата. В данной ситуации президент, глава государства вне партии, о чем он объявил сразу после. А поддерживали мы его на этапе, когда у нас было не партия, а движение. Движение тоже называлось «Патриотическое движение Беларуси». А потом мы превратились в партию. И на первом этапе, я не скрываю, думали, что у нас будет по принципу российскому многопартийная система. Кстати, о чем я вот часто на эту тему о партийности, многопартийности думал. Видите, в чем дело? Почему я честно признаюсь, что в Коммунистической партии Советского Союза я честно и добросовестно вступил в 19 лет, с самыми лучшими помыслами и в ряду, так сказать, действенных рядовых, в общем-то, членов партии прошел весь путь до ее развала. Поэтому, естественно, не стал даже повторять того, что начали говорить, что мы возрождаем партию. Я считаю, что нынешние коммунисты, не глядя где, ни в России или в Беларуси, не обижая своих коллег, я глубоко уважаю, знаю этих людей, они все-таки другие коммунисты. Они с другими идеями. Ведь сама коммунистическая партия никогда не говорила о частной собственности. Наоборот, против. Коммунисты не ходили в храм молиться. Ну, нынешние не ходят, но и отвергают. Понимаете, есть здесь разница великая. Поэтому, естественно, я в такую партию и не стал вступать. Я вступил в партию патриотов. И не ошибся. Почему? Потому что в России вообще патриоты на первом месте. Но у нас же все партии заявляют, что мы тоже патриоты. Возьмите вы БНФ, возьмите вы КПБ. А они же тоже говорят, что мы патриоты. И, видимо, где-то немножко, не обижая коллег, видимо, мы смогли на полшажка, благодаря, кстати, главе государства, который подсказал, что давайте сделаем патриотическое движение. Ведь идея-то была его. А уже партия рождалась, ну, как все партии. Поэтому нас было сначала 15 тысяч человек. Вот когда мы работали в движении, и в партию переформировались 15 тысяч человек. Это довольно-таки приличная была партия, которая надеялась на то, что мы будем партией власти. К этому все шло. Но глава государства решил, я народно избранный, извините, все партии на один ряд. Кстати, он неоднократно об этом заявлял, и вы это знаете, он сказал, что в принципе мне разницы нет. Вот оппозиционные, вот пропрезидентские. Они для меня все одинаковые, вы это не раз слышали. А я, глава государства, президент нашей страны, самостоятельно провожу свою политику, идеологию. Что он и делает. Поэтому никаких противоречий, то, что Белорусская политическая партия будет выдвигать своего кандидата, совершенно нет. Тады, ну я не ведаю, можна казаць і так, што зараз вот на папярэдніх усіх выбарах заўсёды казалі, ну, скажем так, што вот Гайдукевич, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі, маўляў, гэта спарынг-партнёр Александра Лукашэнкі. Можна казаць, што вы, як прапрэзідэнцкая партыя, правладная партия, але выставляючи своего кандидата, вы выступаете спарринг-партнером.
Вы знаете, что я глубоко уважаю, так сказать, обоих Гайдукевичей, и Сергея Васильевича, и Олега Сергеевича. Действительно. Но в то же время хочу сказать, что я никогда не давал оценки действиям их партийным, действиям их конкретно этой партии, либерально-демократической. И сейчас это не станут делать с порядка... Вот опередили меня. Я хотел сказать, это ранее не давали, сегодня дайте. Нет, сегодня, понимаете, не дам по той простой причине, что я считаю, что если я не даю никому никаких оценок, и не определяю, кто как идет, то, видимо, и нашей партии, и мне этого по отношению ко мне делать не стоило бы. Но раз уже так встал вопрос, и вы хотите услышать конкретику, я хочу сказать, что я очень спокойно отношусь вообще. А вот я не закончил мысль. Почему я коммунист, который, так сказать, по велению души был Коммунистической партией Советского Союза, огромной страны, о чем сожалею, что ее нет на сегодняшний день. Вот. И не только я один, я понимаю. Хотя эйфории не испытываю. Я жил при советской власти и вижу много минусов, которые в них были. А вот молодежь, она думает, только красивое там было. Нет, там было много чего некрасивого, о котором-то наши старые коммунисты и партийцы тоже не говорят. Было, хватало. Поэтому, естественно, мы хотим выразить новую модель белорусского общества, и здесь, наверное, все течения должны быть. Но я против одной партии. Не может быть в государстве одна партия. Я убедился, что всегда дело... Что сегодня происходит вообще у нас в обществе? Почему порой принимается решение, и все сваливается на главу государства, на президента нашей страны? Ведь далеко не так. Я, столько лет проработавший в аппарате, будучи, так сказать, и генеральным директором, и начальником управления облсполкома, и вот сейчас депутат, я проварился столько лет в этой каше, я вижу, как порой предоставляют информацию главе государства умышленно ради своих личных корыстных целей, извращая. А вот если была партийная вот эта борьба, было бы несколько партий, хотя бы 4, я считаю, ну, для Беларуси вот 4 тоже, рационально так, по своим меркам личным, то бы эта правда, она бы всегда высказывала. Кстати, глава государства по этому поводу высказывался неоднократно, просто никто не слушает порой его как надо. Он говорит, что нам бы, может быть, и надо бы какого-нибудь Жириновского в этом плане. Был такой разговор. Чтобы он хотя бы, так сказать, ну, немножко в этом обществе партийном, ну, разбудил кое-кого, дал посыл. А то... Так для этого необходимо, как партии были представлены в парламенте, нормально представлены, и не сидели, не молчали в парламенте. Знаете, если вы хотите сказать с точки зрения меня, то вы далеко прекрасно информированы, знаете, что как председатель партии и я никогда не молчу. И это неоднократно и отмечали и не только вы, и другие, что если я всегда старался говорить правду. В крайнем случае, если я видел, что правда это нанесет вред моему государству, я молчал. Потому что есть моменты, которые как врач больному не говорит, правильно? Нельзя делать тоже. Я же ведь представляю теперь не только себя одного, я представляю весь парламент. И я уважаю своих коллег. И поэтому порой излишняя говорливость пользы государству не дает. И попробуйте меня вокруг, вот я поеду там, поехал в Россию, я туда частенько езжу, как парламентарий союзного государства, но тем более, что там, иначе куда мне ехать? Там же что же казаки? Поэтому, естественно, и казаки, и там тоже есть патриоты, которые мне интересны. Вот. И наши сограждане белорусы там проживают. С ними встречаюсь, со всеми диаспорами белорусскими, где тут в наших районах езжу как депутат. У меня появилась возможность, я общаюсь с ними. И вижу, как наши белорусы волнуются там за рубежом за нашу родину и помогают нам. Вот. Поэтому... Вот исходя из этого, я могу сказать, что в данной ситуации, конечно, надо было иметь несколько партий. Но мы могли бы быть представлены, как вы хотите сказать, что якобы кто-то кому-то не дает говорить? Я еще раз вам говорю. Я в дадзеным выпадку говорю про, может быть, сапраўды змену выборчей системы на смешанную. Ну, насчет выборчей, как вы говорите, системы, ну, по выборам, да. Я не раз, и не только я один. Наверное, видимо, пришел момент, кстати, об этом и Лидия Михайловна говорила, о том, что, видимо, уже зреет момент, когда можно делать смешанную систему выборов. Но вы поймите правильно, общество должно, ну, как сказать, все говорят, ну, давай ждать созреем. Давай созреем, когда национальная идея появится. Давай созреем, когда вот недавно я читал высказывание главы государства, говорит, вот я слоган этот сделал там за сильную процветающую Беларусь. И говорит, и сам вот сомневался долго, и так его крутил, и так. Это говорит, что Александр Григорьевич великий политик. Он, в принципе, понимает, что слоган должен лечь вот в уста.
И я вот тоже ломаю уже 20 с лишним лет, будучи руководителем партии, какой бы вот иметь такой партийный даже слоган, который бы вел за собой людей. Действительно, это очень важно. Ну, не буду перечислять, у кого они есть такие слоганы. Вот. Поэтому, естественно, вот здесь, вот в этом плане, я должен сказать, что да, надо, чтобы были партии, но для этого общество должно созреть. А почему общество остыло к партиям? Даже не то, что финансирование есть, или будет оно, или нет. Даже дело не в финансировании. Оно остыло от партии, потому что первыми, которые, в общем-то, сдали свои полномочия и ушли, я бы сказал, не хочется это слово говорить, но ушли-то предательски. КПСС бросила своих рядовых членов, и верхушка ушла. И сейчас об этой верхушке говорить не хочется, потому что сейчас дают оценку верхушке. Слушайте, я тогда в свое время находился на территории Свердловской области, когда господин Ельцин был первым секретарем обкома Свердловского обкома партии. И я тогда его наблюдал еще. Вот. И вдруг проходит время, и он становится уничтожителем Советского Союза, допустим, да? И тоже, ну, Михаила Сергеевича мне не пришлось встречать, потому что он как бы уже был великим к тому времени. Ну, а еще первый секретарь обкома Свердловского Борис Николаевич Ельцина мне пришлось видеть в этой должности. Так что мне есть о чем судить. Поэтому, исходя из этого, вот это вот оскомина у людей, ну, слово, может, не совсем корректное, но выработалось такое чувство, не признак слова «партия». Мало того, я считаю, что здесь все-таки вот идеологический корпус, который у нас есть, ну, официальная идеология, которая есть, ну, на местах, в облсполкомах, райисполкомах есть такие отделы, они как-то тоже относятся к партийному строительству, скажем, не совсем дальновидно. Ведь нельзя загонять болезнь под кожу. Ну, укол сделал, а укол-то может быть отравленный, разный. Поэтому, естественно, все эти общественные движения, партийные, начиная там от женских даже, до каких-то клубов. Тем более, в последнее время, я смотрю, вообще не веду с баптистами никакой работы. Вообще мы не знаем, какие у нас существуют баптистские организации. Даже раньше хоть коммунисты как-то высветляли их, показывали. А сейчас даже там мы не знаем. Ну да, есть православные, есть официальные конфессии, но в то же время вот та часть для нас стала затемнена. А раньше мы знали о них. А ведь не все там тоже хорошо. Появляется, вот у меня даже в движениях появляются какие-то спасы, какой-то спас, ну не буду называть, к примеру, там, даже пусть будет этот казачий спас, или еще какой-нибудь православный спас, и славянский собор. Понимаете, меня как человека, который ближе стоит к пониманию, все-таки я пропрезидентская партия, раз, и во-вторых, я на сближение Беларуси с Россией, если, допустим, кто-то ближе к Евросоюзу, то я говорить не стану, я ближе к России. И меня это то. Все эти союзы славянские тоже возмущают. Все должно быть открыто, все прозрачно. И, кстати, я за свою жизнь, вот во время всей этой дела, я никогда не кривил душой. Я еще раз сказал, чтобы не обидеть людей, не сказать, как, кстати, по отношению вот даже ЛДП вы задаете вопросы, я не хочу. Пусть они сами откроются. И я никогда ни на всех своих съездах, ни на своих, понимаете, самых мероприятиях партийных или казачьих, так сказать, мы никогда не скрываемся, мы не прячемся за чужие спины. И это важно. И идеологи здесь наши, эта линия, должна это видеть. А они порой думают, ну ничего, раз глава государства сказал, что мне партии не нужны, так вроде и нам они не нужны. А вот вам, уважаемые господа, как сказал глава государства, вы исполнители, вам-то они в первую очередь нужны. И не закрывать их, и рты им, а выслушать вам, а потом доложить главе государства. Вот вы зараз так вот покрыўджана выглядаете, вот как будто мало уваги вашей партии идет с боку представников улады, тех же самых идеологов. Ну, почему бы нет, я этого не скрываю, конечно, мало. Я считаю, что надо развивать партии сами по себе, да ну уничтожим. Сказала Лидия Михайловна, они деградируют. Что значит деградируют? А что растет? Мне не понравилось, допустим, то, что вот День воли, я не понимаю слова «день воли». От кого воли, от кого свобода? Ведь если так разобраться исторически, этот день можно назвать и 3 июля, тоже день воли, да, день освобождения. Как понимать? И ну, вдруг... в России, выбачайте, так само день незалежности. Да. От кого незалежности? Не знаю, Беларусь? не знаю. Поэтому я говорю, что вот эти все вопросы. И вдруг мы видим, что, ну, вот такой момент, что вдруг люди туда идут не только потому, что вот им интересно там именно быть в партийных каких-то рядах. Ничего подобного. Им интересно само мероприятие. Понимаете, жизнь, она не должна быть скучной. А раз она... А кто-то хочет показать особое. Ну, конечно. Мы, допустим, эти партии, которые не имеют такого развития, их надо развивать. Если бы мы имели такие возможности, значит, то же самое, собрать
определенную аудиторию. Я всегда выступал, говорю, если есть та аудитория, должна быть эта. Но понимаете, у нас как-то официально, БРСМ, профсоюзы, все хорошо, все прекрасно, я ж не против. Но я знаю, что все партии, которые, допустим, будут кем-то пригреваться тоже, по большому счету, они не будут иметь духовности. Наша партия небольшая, но она, слава богу, столько лет продержалась, не развалилась. И честно вам говорю, это уже говорит за то, что полные уже закостенели. Но и с той же стороны тоже, с оппозицией, тоже есть закостенелые, с которыми надо тоже вести политическую борьбу. Надо. Партии должны между собой вести политическую борьбу. Не драться, не на площадях выяснять, вместе с полицейскими или с милицией, да? А в парламенте? А в парламенте в том числе. И тому там повинны быть и представники БНФ. Не, вы меня можете развести и запутать. Я, в конце концов, не раз, и любого человека можно подвести под это. Но я ж не говорил, что это не так. Я говорю за то, что я сказал, что наша идеологическая линейка, она должна работать не в том плане, что организовала там комсомольское мероприятие, там, допустим, 100 лет комсомолу. Все довольны, все, ну, понятно. А вы вообще обратите внимание, что вся молодежь идет именно в БРСМ или кто-то куда-то пошел в другую сторону? Идеологи, вы должны охватывать весь спектр. И тут я считаю, что каждая партия, в том числе и ЛДП, я знаю, те, которые пропрезидентские, в том числе наши патриотические, она работает с молодежью. Я не буду называть. У нас нет своих комсомольских организаций. Это, кстати, нашей партии не надо. У истоков создания БРСМ стояла Белорусская патриотическая партия, поверьте мне. Тогда был союз молодежи, который Федотов возглавлял. Я в возрасте человек, и помню, как все сливалось. И мы тогда тоже приложили свою руку, наша партия. Вот. Что именно надо сделать БРСМ. Но в данной ситуации нужно сказать, что это сильная там, организация, она проправительственная, имеет там, возможности влиять на население. Но никогда нельзя оставлять для нашей, в общем-то, средней европейской страны, мы не имеем права оставлять другие движения молодежи. Не имеем. И идеологи, я вот о чем и говорю, эта линеечка должна дорабатывать, тем более сейчас перед выборами. Все эти принципы, которые мы получили от советской власти, они работают по штампу советской власти. Вот что у меня. Ну, извините. Да. Вы сказали, что калі партия стваралася, у вас было 15 тысяч человек. Потом вы сказали, зараз мы партия невеликая. Кольки у вас на сегодняшний день? 1500, да, у нас есть на сегодняшний день. Я до чего это пытаюсь, потому что есть обвинувачивание, что вот есть певные партии, які просыпаются ці з'яўляюцца раптоўна перад выбарамі, а так іх не відаць, не чуваць. І да это кажуць і пра вашу партыю, і пра сацыяльна-спартыўную партыю, яшчэ можна там назваць іншых коллег. Ну и аграрному деланию, там я знаю ряд партий, да, не хочу никого обижать в этом плане. А вообще-то посмотрите на западный пример. Там, собственно говоря, партийные, они же тоже просыпаются только на выборы. А что в межпартийное время делать? Понимаете, если бы партия финансировалась, мы могли бы организовывать и ряд мероприятий, и спортивного плана, и молодежного плана. Но, извините, что без денег можно организовать? И я совершенно, как лидер и руководитель партии, прекрасно понимаю. Просто сегодня людей позвать, ради того, чтобы им рассказать о наших идеях, это глупо. Непостижимо глупо. Нужно вести людей. А чтобы вести людей, значит, нужно сделать такое мероприятие. Вот даже мы по казачьим делам, если, допустим, мы организуем праздник, мы туда подгоняем робку, лошади, там у нас ходят казаки в форме, все, понимаете? Людям интересно, они тоже идут, это зрелищно, это увлекает. А, извините за выражение, собрать и рассказать их о наших великих идеях, чего мы хотим и добиться желаем, я бы тоже, наверное, не пошел слушать. Вы сказали про то, что вы ближей как бы вот до России за союз и так далее. Да. Можно вас назвать пророссийским политиком? Вы знаете, меня можно назвать не пророссийским политиком. Меня надо называть все-таки белорусским политиком. И скажу почему. И вот опять меня в России уже обвиняли, сейчас в России обвинят. Я против русского мира. Я не понимаю русский мир. Он нам здесь непонятен, мне лично, потому что я считаю себя русским человеком. Я считаю украинцев, белорусов и россиян людей одной русизм, понимаете, с одного корня выросших. Ну, не может быть Киевская Русь отделима от нас. А мы на территории всегда были. Да, пусть какая-то часть была большей частью Речи Посполитой, но все равно мы на славянской основе. Поэтому я себя и так считаю русским человеком. Зачем мне это понятие? Строить ее в Болгарии, в Венгрии, во Франции. Там стройте русский мир.
В Беларуси, я не говорю про Украину, я не знаю, если я знаю только с телевидения это все, вот, что там происходит. Или я знаю, что они вернутся к нам. Я-то не сомневаюсь, это может быть, пройдут годы, но они вернутся. Там нельзя огромное количество проживать. Вы же поймите правильно, в той же Украине огромное количество проживает просто русских людей, которые, так сказать, переехали с России в Украину. То же самое у нас есть. Если вот так посчитать, вы меня извините, голословно говорю, но если кто просчитает, я не ошибся. Где-то себя исконно вообще, принадлежащим близко в России, у нас 1,5 миллиона человек в Беларуси, которые считают себя, прямо чуть ли не, не совсем, но очень близки и считают себя русскими людьми. Натурально. А что гэтыя русские люди, которые лічаць себе русскими людьми, они считают и казаки, которые тоже лічаць, что вот мы все ж таки там вот наши. Уявім сабе ситуацию. Чисто гипотетично, не хочется в это верить, но але вот повтор, скажем, украинского сценария, донбасского, ці крымского, на чьим боку будут гэтые люди? Значит, сразу говорю, уже такие позывы, вот вы же не знали до передачи, поступали не раз. Мне предлагали натурально, как руководителю, и мы входим в международные организации, так сказать, мировые международные казачьи организации. Но никогда, по крайней мере, пока я руководитель белорусского казачества, именно моего общественного объединения, конкретно, оно у нас самое большое, и практически, я бы сказал, и остальные тоже поддерживают нас. Те, которые же просто вне объединения ходят, это поддерживают, основу поддерживают. Мы не пойдем против Конституции Республики Беларусь, независимо какой бы она ни была. И самое главное, против своего главы государства и народно избранного президента. Белорусские не нравится многим в России. Тоже не нравится слово белорусские. У нас говорят, а где вылитые казаки? В России говорят, белорусские. А вот если бы мы сказали казаки на Беларуси, то там бы тоже были счастливы. Поэтому поймите, идентичность белоруса я сохраняю в своей душе. И члены нашей организации казачьей белорусские. И поймите, и всегда были и будут белорусами. Так же, как там русские по национальности. Это сословие. Мы белорусы по национальности, но мы казаки белорусские. Украинские, украинцы, но украинские казаки. Вот я объясняю в России, им не нравится. А я объясняю, и говорю, нет. Вот так. И большинство на мою сторону переходит там же. Понимаешь, что так должно быть. А русские, да, и донские, и тверские. Но они русские по национальности. А сословия тверские, донские и прочие казаки. Вы сказали, вы не ведаете, але тут нам были пропановы. А какие пропановы? Тут сказать, нас тут русских в Беларуси нет. Путин введи войска? Пропановы были всяких, понимаете. В России ведь сказать, что там тоже, в общем-то, вопрос серьезный. Ведь у нас, смотрите, у нас же есть, вот мы, общественное объединение зарегистрировано в Минюсте, работаем открыто. Мало того, работают наши люди, все работают на государство. Мы, сказать государственный человек, мы работаем на республику, на государство Беларусь. И когда пропановы, как вы говорите, идут с разных сторон, ведь есть и украинские казаки, есть даже во Франции казаки, даже в Австрии 2 казака, или в Австралии, да, и там есть. И глупостей хватает. А если учесть, что в России 7,5 миллионов человек казаков, понимаете, и добрая половина в общественных объединениях, и они сюда приезжали. Почему, собственно, белорусское казачество? Мы имеем международные связи. Мы вот этих всех ряженых, которые на нашей территории появляются, мы быстро ставим их на место. То есть, коли будет небеспека, то казаки возьмут... Будут впереди вооруженных сил, не только нашей Родины, потому что вооруженные силы для этого созданы, до территориальных войск казаков, вот территориальные, видели, там губернаторы возглавляют, вот там обязательно будут наши казаки. Хотелось бы, чтобы это была основа территориальных войск, но, увы, пока не достигли. Уявим себе, что Миколай Улахович становится, выиграе на президентских выборах, становится президентом Беларуси. Беларусь заховает свою незалежность, и вот покольки вы у бок России 6 областями... Сразу ясность ввожу. Я больше национален, чем Зенон Поздняк. Можете так записать. Почему? Потому что моя идентичность белоруса воспринимается с пониманием того, что рядом такой большой и сильный друг. И нужно быть все-таки... Кстати, здесь глава государства об этом не раз говорил. И почему я так ревностно воюю за это проведение этой политики? Конечно, Россия первый друг. Все остальное,
как говорит глава государства, я повторяю его словами, хотя, в принципе, я не то что согласен, а голосую двумя руками. Все остальные государства, которые нас окружают, не факт, что они могут стать лучшими друзьями. Мы по истории, по историческим корням видим, как Богдан Хмельницкий стремился к России и так далее. У нас не было вообще страны Беларусь. Нам Господь Бог, как говорит глава государства, сбросил это на плечи, дал такую возможность себя проявить. И чтобы я, Влахович, загубил будущее своих детей и внуков, да для меня суверенитет и независимость может на 100 раз дороже моего собственного живота. Я все-таки патріот. Добре, каб поставіць кропкі уже над і уявіць сабе, якім будзе прэзідэнт Улахович. Памятаю, дзесьці ў 90-х, сярэдзіне 90-х вы за свае грошы выдавалі газету. Да. І, наколькі я памятаю, нават ваша газета атрымала папярэджанне, вас абвінавацілі ў распальванні нацыянальнай і рэлігіёзнай варажнечы. Антисемитом вас называли. Так вот, что чакать у гэтым накірунку? Значит, ну, во-первых, газета называлась «Личность». И цель была газеты показать личность в истории в нашей стране Беларусь. Вот именно личность белоруса. Потом уже появились всякие рода журналы, фотоальбомы, где женщина Беларусь, там, человек года. А ведь начиналась с этой газеты личность выявить конкретного человека. А сейчас все выявляют его. И на доску почета вешают. Да. С точки зрения антисемитизма, это была, как сказать, статья мною, бывает, не хочу оправдываться, не буду оправдываться, была пропущена. После этого главный редактор была такая госпожа Рузова, которая пропустил. Я был учредителем газеты, но я ее читал, я ее, так сказать, не редактировал. У меня был главный редактор. Фамилию назвал Галина Рузова. Ну, дай Бог, чтобы она жива и, может, услышит. Я благодарен, это очень милый человек. Но она, к сожалению, пропустила эту статью. Антисемитского слова. Потом уже все эти объяснения никому не нужны были. И я ее что? Закрыл. И сказал, все, я не могу ее контролировать. И когда вот так еще раз такой ляп произойдет, меня делать в антисемита, как меня можно делать в антисемита, я вам еще честнее скажу. Я жил в коммунальной квартире, рядом жила, 8 лет подряд с нами жила еврейская семья. Я, первым, кто меня научил читать русский букварь, был еврейский мальчик. Зовут его Марик. Но они сейчас все в Америке. Как быть? Вот они в Америке. А почему здесь нету? Ну, а кто остался здесь, то останется. Как и вообще, говоря о населении, мы же прекрасно знаем, как здесь оказалось именно еврейское население. Мы же прекрасно понимаем. Вот в связи с этим в Беларуси нельзя быть антисемитом. Это политику не на руку, и вообще, можно сказать, можно на этом и закончить свою собственную политическую карьеру. Ну и апошняе, наконт мовы и, может быть, символики. Вы, калі ўсё ж таки беларускую мову вернете во ўжыванне у свое хотя бы, и за якую символику? Значит, ну, во-первых, я должен доложить, что до 5 класса я учился в чисто белорусской школе. Язык хорошо понимаю, им владею, но я не раз заявлял, что я не хочу разговаривать на белорусском языке по той простой причине, что боюсь кое-что подзабыть и не хочу позорить его. Потому что если хочешь говорить, говори правильно на белорусском. А Трусов Олег говорит, не можешь чисто говорить, лупи на тросянцы, скажи, что это твой местовый диалект. Ну, ладно. А с точки зрения символики, скоро, вот сказать, на нашем сайте партийном и на моем сайте, значит, появится новая совершенно символика нашей партии. И там будут учтены исторические корни нашей символики. Пока появился один стяг. Белая, красная и черная Русь. Но это стяг как бы так, на альтернативе. Мы разрабатывали целый год с лишним. Дизайнеры, известные в стране Республики Беларусь, разрабатывали нам новый партийный стяг. И в нем сохранена вся белорусская символика. Вы увидите этот флаг, и мне задайте еще не раз. А как это понимать? Вот так и понимать. То есть будет бел, червоный, зеленый? Нет, зеленого не будет точно. Ага. Зеленого не будет николи. А тому, что, поймите правильно, я хоть антисемит, но поймите, зеленый цвет – это цвет опасный. И к нему нужно относиться аккуратно, хотя бы так же, как наш глава государства. Со всеми дружить, но понимать, что за этими воротами белорусам места нет.
Дзякуй вялікі. Я думаю, што пасля паслання кіраўніка краіны да парламента і народа і партыя беларуская патрыятычная вызначыцца са сваім фарматам удзелу ў будучых выбарах. Мікалай Лаховіч быў у нас у гасцях. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Сёння у нас вельмі шмат вельмі цікавых эфіраў. Слухайце, глядзіце Еўрарадыё.